Одним из способов привлечь в районы медицинских специалистов – это обеспечить их всем необходимым и установить условия выше, чем в столичных поликлиниках. Квартира, стартовый капитал, работа, заманчивое предложение для врачей в Ленске. Это помогает обеспечить больницы по меньшей мере 10-15 кадрами в год. Планируют ли специалисты остаться в районе насовсем? Репортаж Светланы Болеевой. В прошлом году штат Ленской ЦРБ пополнился новыми специалистами. Всего прибыло 19 врачей, из них 6 молодых специалистов. Отрадно, что большинство ребят – уроженцы Ленского района. Это сестры Анастасия и Серафима Ощепковы, акушер-гинеколог и терапевт. Врачи-терапевты Алина Шабоева и Сергей Кочнев. В кадровом укомплектовании произошли большие подвижки. Что уж говорить, что если раньше у нас на 10 врачебных участках районной поликлиники сидело 4 врача-терапевта, сейчас мы полностью укомплектовали терапевтическую службу районной поликлиники. Серафима Ощепкова выросла в поселке Нюэ. Закончив Ленскую школу, поступила в медицинский университет города Иркутска. Окончила высшее учебное заведение в прошлом году и сразу же приехала в Ленск. Устроилась терапевтом в районную поликлинику. Сегодня девушка ведет прием и ездит по вызовам. Мне очень нравится. Я сама не ожидала того, что вот от этой работы я буду получать удовольствие. Мне очень нравится помогать людям, то есть даже здорово. Алина Шаболина и Сергей Кочнев тоже работают в больнице. Алина ведет прием в поликлинике, Сергей – терапевт в отделении. Именно в Ленской больнице они получают свои первые трудовые навыки. Молодые люди признаются, что сложно, но всегда есть кому помочь и подсказать. Я приехала только с университета, опыта работы никакого, ничего, толком не знаешь, честно. Тебе помогают, всячески объясняют, никогда не откажут в помощи. Ринчин Даджиев, лор-врач, приехал из города Улан-Удэ. На родине молодой человек год работал в республиканской клинической больнице. Получив приглашение из Ленской ЦРБ, не раздумывая, согласился. С приездом нового специалиста впервые за многие годы в Ленской больнице стали проводиться операции на лор-органах. Составлен план уже на 3 месяца вперед. Очень много, даже десятилетиями у нас не проводилось лор-операций. Даже по таким мелочам, как тонзиллэктомия, аденоидэктомия, приходилось ездить в город Якутск. Сейчас практически все эти операции будут делаться у нас. Также появился врач в поселке Витим. Все молодые специалисты по приезду получили подъемные в размере 150 тысяч рублей. Встали на очередь на получение жилья. Пока же, ожидая муниципальные квартиры, всем врачам оплачивается половина от суммы съемного жилья. Благодаря созданным условиям у ребят желание задержаться в районе надолго. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск.